Прежде чем приступить к обсуждению повестки дня, председатель правительства Зелимхан Евлоев поинтересовался у руководителя Минздрава состоянием пострадавших во время пожара шиномонтажной мастерской в Сунже. В результате ЧП серьезно пострадали 6 человек. Все еще находится в крайне тяжелом состоянии. Третий, относительно тяжелый, но и опасений не вызывает. Все необходимое там проводится, все препараты есть. В принципе, все то, что могло бы делаться в ожоговом центре в Москве, Алексей сам контролирует, его заместитель Паскотов контролирует. Доктора очень хорошие, прекраснейшие условия. Все возможно в этой ситуации делается. Те пациенты, которые находятся в республиканской больнице, они средней тяжести. Мы контролируем абсолютно на полной связи находимся. В произошедшем правоохранительные органы еще разбираются. Председатель правительства дал поручение вице-премьеру Исрапилу Латырову проверить законность строительства заправочной станции. Исрапил Ахмедович и время исполняющий обязанности главы субъекта давал такие поручения в течение дня сегодня. Подготовьте, пожалуйста, справку. Законность функционирования данной газозаправочной станции находится на учете или нет. Действия органов местного самоуправления. Мы вопрос не раз поднимали возле жилых строений, объекты, представляющие опасность для граждан. В продолжение темы здоровья граждан с докладом выступила замглавврача Назрановской городской больницы. Залина Картоева поделилась с собравшимися, что с июня текущего года на всей территории страны объявлена всеобщая диспансеризация взрослого населения. Также в рамках нацпроекта здравоохранения разработан проект «Мобильная поликлиника». Когда мобильный комплекс, который включает в себя лабораторию, стоматологическую установку, ЭКГ, УЗИ обследование, будет подъезжать непосредственно к месту работы, то есть какой-то организации, и буквально в шаговой доступности работающее население сможет пройти диспансеризацию. Пользуясь случаем, Зелимхан Евлоев поздравил всех присутствующих с праздником ГОРБ, отметил работу Минсельхоза региона и активную помощь населению в этом вопросе. Перед праздником в республике прошли животноводческие ярмарки, где каждый желающий смог купить животное по ценам ниже рыночных. А чтобы продаваемый крупно и мелкорогатый скот был здоров, животных проверяли по базе системы Меркурий. Новую электронную сертификацию по всей стране ввели с июля прошлого года. На сегодняшний день, как отмечает ветуправление региона, в системе должны быть зарегистрированы все предприниматели, кто так или иначе связан с реализацией товара животного происхождения. После службы республики активно проводится работа в системе электронной ветеринарной сертификации. Так, на 9.08.2019 года в ВГИС «Меркурий» зарегистрировано 1422 хозяйств субъекта, из них 600 крестьянско-фермерских хозяйств. Выдано с начала 2019 года 124 366 ветсопроводительных документов. Однако не все хозяйствующие субъекты понимают, что регистрация по ВГИС «Меркурий» необходима. Ясность наступает только тогда, когда они сталкиваются с тем, что без регистрации в Меркурии и получения ветсопроводительных документов в электронном виде оборот продукции, грузов затормаживается. Это приводит к большим экономическим потерям со стороны хозяйств субъекта. Еще один вопрос, затронутый на встрече, проблемы с перебоями воды в некоторых населенных пунктах. В этом направлении также ведется активная работа, доложил глава Ингуш-регионводоканала. Большая роль в этом вопросе отводится новому водозабору в Магасе, который должен обеспечивать водой Плиево, Барсуки, Газиюрт, а также Гамурзиевский административный округ. Но перебои с водой в Плиево полностью все же не решены. Получилось, что есть новый водозабор, а воды все равно нет. Это проблема в внутренних сетях сельского поселения. Где-то нужно поменять, где-то нужно другой диаметр проложить. Самая большая проблема всей нашей республики – это то, что у нас в основном населенные пункты не имеют закольцованности. Коснулись и мероприятий всероссийского масштаба, которые должны пройти в регионе. 6 сентября Ингушетия примет чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин. Сейчас идет плановая подготовка к спортивному мероприятию. В зале Дворца спорта имени Берда Евлоева завершился демонтаж трибун с обеих сторон для расширения территории зала и укладки татами в соответствии с положением о проведении чемпионата. В данный момент ведется работа по оформлению зала и укладке татами. А на территории Дворца спорта предусмотрены 2 автостоянки, стоянка для VIP-гостей и стоянка для зрителей. Само заезд участников у нас запланирован где-то с 3 числа
5 числа у нас состоится официальный заезд участников, будет организована работа мандатной комиссии, проведение взвешивания. А в Джейрасском районе в эти дни проходит фестиваль по бейсджампингу «Легенды гор». Сюда съехались 25 лучших спортсменов со всей России и разных стран мира. Соревнования продлятся до 18 августа. Бейсджамперы совершат финальный прыжок с главной достопримечательности столицы региона – башни Согласия. Зелимхан Евлоев отметил, что в вопросе подготовки должны быть приняты все меры безопасности, а мероприятие пройти на должном уровне. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24.